Тема всего Баркемпа – это все мы медиа, и мы об этом поговорим, куда идет журналистика, что такое журналистика, как она трансформируется. И меня зовут Наталья Ермолина, я журналист, я член правления Союза журналистов Карелии. Поэтому эти люди мне не чужие, я их знаю, и это такое ядро Союза журналистов. И сейчас я их представлю, и потом мы поговорим на тему, очень важную для нашей профессии, вообще для современного общества. Это вообще дискуссия называется «по статье». Как не сесть по статье, потому что пишешь статью, а потом получаешь статью. Как вот этого не допустить, и как успевать за законодательством, как успевать за новыми законами, которые регламентируют нашу работу, меня и моих коллег. Поэтому сейчас мы поговорим, и не случайно в нашей дискуссии принимают участие не только журналисты, но и юрист. И, наверное, я с нее и начну. Представлю ее. Это Лена Пальцева, она медиа-юрист. Как мы ее называем в Карелии, это защитница наша, потому что она представляет интересы журналистов в суде и в обиду не дает. И очень много прецедентов выигранных судов у журналистов, когда после какого-нибудь расследования очередной чиновник, которому было неприятно читать все эти штучки про себя, подавал в суд на журналиста, Лена как раз защищала и отбивала журналиста, и тем самым оставляя в профессии, слава тебе, Господи. Вот. Здесь вот в такой необычной йоговской позе, почти в медитации, ушел в себя и в нирвану Сергей Маркелов, признанный иностранным агентом, да, по мнению Минюста, и поэтому он теперь хайпит на этом, он любое фото себя в озере, себя в бане, везде подписывает этой ремаркой, и, по-моему, вот он стал популярней среди девушек, потому что это привлекло внимание к нему гораздо больше, чем к журналистским текстам. Конечно, я троллю тебя. Сергей Маркелов отличный журналист и расследователь, и просто пишет он хорошо, и просто мне нравится. Да, Серега? Вот сейчас Сережа расскажет, какова это жизнь иностранного агента, можно ли продолжать вести журналистскую деятельность с таким статусом, с таким клеймом, как говорится, да, и поговорим о том, каковы перспективы вообще, как он борется и пытается ли он оспорить это. Как вообще регламентировать такое звание. У нас в дискуссии принимает участие Ира Добродей. Она как раз такая человек со стороны государства, поэтому очень интересно поговорить, потому что она работает в государственном СМИ, она главный редактор сайта «Республика», и она как раз вот много пишет о том, что власть молодец, власть хорошая. А расследователи вот эти вот плохие вот люди, они пишут про то, что власть не очень хорошая. Поэтому у Иры всегда бывает такой немножко диссонанс когнитивный о том, что как же все-таки работать, быть встроенным в систему государственной власти, да, поскольку учредитель власть, как, оставаясь журналистом и сохраняя объективность, все-таки продолжать свою деятельность и себе не изменять, и зарплату получать, и честным оставаться. Да? Как говорил предыдущий председатель Союза журналистов России, российский журналист уникальный, он и деньги возьмет, и правду напишет. Вот мне эта цитата очень нравилась. Вот, поэтому поговорим и об этом тоже. И вот замыкает вот эту пятерку знатоков Георгий Чентимиров, он председатель Союза журналистов Карелии, боксер, если что, поэтому он, когда слова не действуют, да, он просто показывает бицепсы. Вот, сильный, независимый мужчина. Вот, поэтому мы сегодня вот таким составом поговорим. Георгий тоже, кстати, делает очень классные журналистские расследования, и то, о чем мы говорили с Иваном, как раз вот ему знакомо, потому что он много писал и о ЖКХ, и о том, как утекают там деньги. Вот, поэтому мы... ну и, собственно, Иван Голунов такая всех представила, ну и какой-то скромный парень в оранжевом свитере. Кто вы, представьтесь, да? Это журналист-расследователь Иван Голунов, да, тот самый, да, подходите за автографами. Вот, а сейчас он скромный, как в предыдущем нашем эфире написал один комментатор, что не зазнался после всего, что с ним произошло, он сохраняет скромность и не зазвездился. Поэтому скромный парень, журналист Иван Голунов, он работает в издании «Медуза», глубоко мною уважаемым и тоже признанным иностранным агентом, медиа признанным иностранным агентом, поэтому сегодня поговорим вот в таком составе. И, наверное, первый вопрос тогда, конечно, Лене Пальцевой, потому что она, по крайней мере, первая успевает, поскольку следит за законами, это ее прямая обязанность и ее дело ее жизни. Как успевать, или, может быть, Лена, как бы не пропустить очередной закон, и есть ли какая-то скорость вообще в производстве этих вопросов, этих законов, и сколько их
уже регламентирующих медиа и работу медиа появилось за последнее время, которые делают нашу работу опасной? Вот так, как бы такой твой легкий такой вход в тему, вот поговори, затравочку дай. Ну да, еще несколько лет назад можно было говорить о том, что основным законом, регулирующим права журналистов, это был закон о СМИ. Да, закон 91 года, который давал вот базовые принципы работы журналиста, основные права и обязанности. Но, наверное, лет 10 назад, как началось активное развитие интернета, вот начался вот этот законодательный бум в плане принятия законов. И сегодня иногда хочется сказать, да, вот горшочек не вари, Государственная Дума, успокойтесь, давайте мы переварим ту законодательную массу, которая уже сегодня принята и по которым нам приходится работать. Потому что вопрос правоприменения, мне кажется, он в меньшей степени волнует законодателей, и поэтому возникает сегодня ситуация, когда один и тот же закон может применяться по-разному. Потому что видение судей может быть разное, практика может складываться разная в зависимости от субъекта, в зависимости от, ну, даже, наверное, мировоззренческой установки судьи, который дело рассматривает. Вот. Очень часто мне, поскольку да, я еще занимаюсь консультированием, редакции журналистов задают такой вопрос, что дайте нам алгоритм, что делать, чтобы не нарушить закон, потому что журналисты, естественно, не хотят нарушать закон, они хотят работать в правовом поле и спокойно выполнять свою работу. Поэтому вот просят очертить вот эту красную линию, которую нельзя переходить и за которой они могут спокойно работать, вернее, перед которой они могут спокойно работать. И вот тут, наверное, года 3 назад, может быть, даже раньше, я поймала себя на мысли, что я не могу эту красную линию чертить, потому что она настолько стала размытой, что вот сказать, где начинается эта зона, нельзя, сегодня сложно. Поэтому сегодня работа юриста, она, к сожалению, не сколько сводится к профилактической работе, хотя эта работа тоже ведется, а сколько уже работа на стадии защиты. То есть когда есть, допустим, административный протокол, исковое заявление в суде, ну и мы начинаем уже защищаться. Либо от органа власти, который выдвигает нам претензию, либо от других там, граждан, юридических лиц, органов власти, которые подают иск о защите чести и достоинства или деловой репутации. То есть мы уже работаем не на предупреждение ситуации, а уже работаем на стадии защиты. Ну вот это сегодняшние реалии, пока по-другому нельзя, повторюсь, с учетом той массы законодательства и с той разнообразной практикой применения этих законов. Спасибо за вводку. И, Ира, наверное, к тебе сразу вопрос, поскольку ты главный редактор, и к тебе как раз такие, наверное, вопросы прилетали, да, как написать так, чтобы не попасть, потому что государственные СМИ все равно работают по законам Российской Федерации, и у вас нет никаких, я так понимаю, льгот и преференций, да, типа, вы про губернатора пишете, так вот, вам отменяется, то есть у вас отмены нет закона, естественно, и поэтому как тебе удается и как бы соблюсти баланс и сохранить профессию, и в то же время как ты работаешь на опережении. Селена говорит о том, что приходится защищаться, то ты, наверное, еще какие-то превентивные меры вводишь, да, то есть как ты ведешь разъяснительную работу среди коллег, но, наверное, у вас и юристы есть, то есть как, в общем, вы работаете и как вы следите за вот этим законодательством, да, которое меняется постоянно, и не уследить, да. Да, Наташа, ты совершенно права. Мы работаем так же, как и все остальные. То, что наш учредитель правительства и Заксобрания совершенно не говорит о том, что к нам какие-то другие предъявляются требования. Все то же самое, поэтому мы должны законодательство соблюдать, и все эти новые законы, которые вводятся, тоже. Вот Лена очень хорошо сказала про красную линию. Я часто, чтобы как раз всегда быть в теме, очень люблю ездить на разные семинары, в том числе по юридическим вопросам. И есть замечательный медиа-юрист Федор Кравченко, который научил такой вещи. То есть, когда есть какой-то юридический вопрос, тут самое главное думать о том, что, ну, в общем, что нам за это будет. То есть такие вещи, когда нам, то есть сейчас законодательство сделано так, что ты в любом случае что-нибудь обязательно нарушаешь. Вот, к сожалению, это так. Мы работаем в таком поле, когда авторские права, я не знаю, просто приведу пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Допустим, есть какие-то бесплатные фотобанки, и вот с Леной тоже я этот вопрос выясняла, да, кажется, бери, там написано бесплатно, фри фото, там все что угодно скачиваешь, а оказывается, что в этот бесплатный фотобанк кто-то закачал какую-то фотку, она какого-то автора, и он потом предъявляет к тебе претензии и на очень даже немаленькую сумму.
И закон действует так, что этот автор обязательно выиграет у тебя этот суд по авторским правам, а ты потом уже в свою очередь, потому что ты-то вроде как все правильно сделал, ты у него не крал, но ты взял, там было тоже подписано автор, то есть ты взял это в бесплатном фотобанке, и потом ты можешь в свою очередь предъявлять претензии к фотобанку. Но попробуй найти там, я не знаю, владельца Pixabay того же самого, где-нибудь в Англии или в Америке, вот здесь начинаются уже вот такие проблемы просто чтобы те деньги, которые отсудили у тебя, отсудить у кого-то другого. Поэтому и по куче другим вопросам тоже. И всегда поэтому нужно думать, вот и Федор всегда говорит, насколько страшны будут последствия. То есть это поставит нас на грань существования и выживания, например, какой-то невероятно огромный штраф, который там просто контора не потянет. Или это будет какая-то мелочь, которую можно будет пережить. Вот, поэтому мы всегда думаем о последствиях, следить, конечно, мы стараемся все это читать, у нас работает юрист, который представляет наши интересы в суде, и иногда он выигрывает, иногда проигрывает, то есть это постоянный такой процесс, но, конечно, мы стараемся соблюдать, конечно, все законы и следить за тем, что происходит, что меняется, чтобы не как-то вот как Микоян между капель воды все время проскакивать. Ну, пока вроде более-менее удается. Ну, теперь вопрос к нашему сентиментальному боксеру. Да. Гоша, скажи, пожалуйста, ты являешься еще председателем Союза журналистов, и, наверное, эту ситуацию мониторишь еще как бы и сверху, так, как общественник, как человек, к которому стекаются эти вопросы. Но, тем не менее, ты и сам, я знаю, судился и неоднократно бывал в суде. Были у тебя прецеденты, да, и вот скажи, какие у тебя такие материалы, которые были на грани, и какой-то такой моральная дилемма была ли, вот что там и закон соблюсти, или плюнуть на закон. Вот многие, да, подозревают журналистов в том, что они все-таки вот правду напишут, несмотря ни на что. Все-таки вот когда ты думаешь, написать текст или нет, или пострадать, у тебя есть такие вот моральные такие раздраи, когда ты знаешь, что ты напишешь, и тебе за это влетит, и ты все равно пишешь. Вот какой-то твой опыт в борьбе с законом или к счастью, в дружбе. Таких вопросов лично у меня не возникало, да. Другой вопрос, что мы просто вынуждены осознавать это вот обилие норм, которые зачастую не дают нам нормально работать, не дают нам нормально писать тексты. И объективно не всегда знаешь действительно, где подстелить соломку. Был инцидент, как раз когда я работал на «Республике». Это была, с одной стороны, моя ошибка, безусловно. Мы писали новость про мальчика, которого разыскивали, он пропал. Потом выяснилось, что этот мальчик стал жертвой преступления, вот, и мы дали гиперссылку на предыдущий материал. И от нас пришло совершенно дьявольское предупреждение от Роскомнадзора. Вот, я этот момент не отследил, не увидел. И да, закон запрещает раскрывать персональные данные детей, если они стали жертвами преступления. И так или иначе, вот с такой ситуацией мы столкнулись. Не могу сказать, что это тот пример применения каких-то репрессивных законов. Однако, действительно, какая-то неосторожность, она, в общем, может стоить очень дорого, и грозил очень крупный штраф. Редакции, к счастью, удалось его избежать. Но вообще, я скажу так, я думаю, что я не единственный человек, который признается в том, что в современных реалиях журналист очень часто использует самоцензуру. Вот я когда писал текст про епископа Костомукшского Игнатия, которого отстранили от служения за, скажем так, неподобающее поведение, да, я постоянно, у меня в голове сидела мысль о том, как бы вот не перейти где-нибудь там красную или там оранжевую, какую-нибудь розовенькую черту оскорбления чувств верующих, потому что, конечно же, легко можно на это попасть. Много законов, которые заставляют тебя просто-напросто думать. Проблема в том, что ты не всегда, то есть ты не будешь по каждой новости обращаться к юристу. И зачастую ты не пишешь о чем ты мог бы написать, вот, но просто потому, что ты думаешь, а не дай бог что, как бы чего не вышло.
Вообще взаимоотношения с властью, они складываются не всегда хорошо. Вот у меня был пример несколько лет назад, Лена Пальцева его помнит, когда человек злоупотребил, собственно говоря, законодательством. Врач-стоматолог, который насмерть залечил пациентку, был пресс-релиз прокуратуры на эту тему, где указывалось его имя, фамилия, город, где он жил, там, место его работы. Все написали новости на эту тему, и мужчина не придумал ничего лучше, кроме как пойти в Роскомнадзор. Пойти в Роскомнадзор и пожаловаться на то, что распространили его персональные данные. И Роскомнадзор просто разослал всем письма счастья, там, не помню, заблочили они кого-то или нет, но редакции были вынуждены снимать новости. Снимать. Вообще это, ну, по большому счету, ЧП, когда снимается текст с сайта. Потом издание «Губерния» пошло в суд. В суде доказало общественную значимость данной информации. Суд принял сторону редакции, но это прошло, когда уже это уже никому не было интересно. Естественно, что новость, снятая, свою актуальность потеряла. Трафик, там, если говорить о каких-то приземленных вещах, трафик не собран, информация проскочила мимо. Граждане они не узнали, потому что новости были сняты, а суд в итоге признал неправоту действий, неправоту Роскомнадзора. Вот такой эпизод. Постоянно прилетают какие-то предупреждения, а то и штрафы. Вот у нас бедный наш редактор Максим Тихонов ходит в Роскомнадзор как на работу за какие-то мелочи, за отсутствие маркировок там возрастных и так далее. Не так давно нам прилетел штраф за то, что мы упомянули мемориал в тексте, который признан иностранным агентом, без указания на это. И тут тоже можно сказать, ну вы нарушили закон. Но с другой стороны, мы понимаем, что когда журналист, новостник пишет по 20-30 новостей в день, и он не может помнить, ну есть, конечно, реестр иностранных агентов, но по большому счету человек может просто не знать, что нужно посмотреть в этот реестр, в конце концов. То есть ты не будешь по каждой организации, которую ты упоминаешь в тексте... Не обязан держать в голове список всех иностранных агентов. Да? Ты не будешь Наверное. по каждому ООО «Вектор Плюс» залезать и смотреть, а не признано ли оно иностранным агентом, на всякий случай. Вот. И это дает великолепное поле для всевозможных санкций, которые я, например, справедливыми назвать не могу со своей стороны. Вот так я отвечу на этот вопрос. Немножко в сторону ушел, но тем не менее. Ну, тем не менее. Да, Лен, у тебя комментарий. Да, не комментарий даже, а вот у меня есть такая своя личная копилочка абсурдных решений Роскомнадзора. И вот есть такой пример очень интересный, он не по Карелии, но по Российской Федерации, естественно, когда редакция, районная газета, опубликовала программу празднования Дня Победы. То есть вот и да, парад, возложение венков и так далее. И они забыли поставить 0+, маркировку этого мероприятия. Так было возбуждено административное дело за неуказание маркировки на праздничное мероприятие. То есть и вот таких решений действительно много, потому что то есть закон он дает почву за любую мелочь, возбудить дело, ну и начинать вот эту тяжбу судебную, потому что все это, естественно, переходит в суд. Извините секундочку, такое было в Карелии. А, и в Карелии, значит. В Суоярви газета опубликовала анонс праздника 23 февраля. То ли они выставили неправильную маркировку, то ли они не поставили маркировку вообще. Им прилетел штраф 5000 рублей за то, что они, значит, не указали вот, Причем, ладно, 23 бы февраля. Да, Да, 23 февраля там праздничный концерт, они пригласили граждан на праздничный концерт. Патриотизм воспитываем, Патриотизм, да, и вообще-то, нас да. же за это И вот, наказывают. пожалуйста. А вообще другая А ситуация. вдруг там зло побеждает? Не, была ситуация Да. в Всякое может быть. Нужно 18+. Да, с этой маркировкой они поставили, вот газета Костомукшская поставила маркировку 18+, на всякий случай. Так им тоже прилетело потом уже с МВД, что они, почему издание 18+, продают без целлофана. Потому что по закону, если 18 нужно в полиэтилене продавать эту газету. То есть вот... Не, вот история, ну, то есть куча про абсурдные вещи, вот история про стоматолога, на самом деле я сталкивался с подобной историей и выяснилось, что по закону персональных данных, как мне сказали юристы, если я упоминаю Владимира Путина, мне нужно иметь от него письменное согласие. Я вот не знаю, у государственного медиахолдинга есть согласие главы республики на его упоминание? Конечно, нет, письменное.
Иначе нужно доказывать общественную значимость. Ну, Путин Да. всегда общественная значимость, если мы про А личную поставишь жизнь под говорим. сомнение общественную значимость, за другое прилетит, Да, за что другое. усомнили Неуважение, в общественной неуважение. значимости. Поэтому Нет, в то есть любом случае... По закону о персональных данных ты всегда должен иметь... Я помню, даже в каком-то регионе была тоже абсурдная история. Там пришли на кладбище и сказали, что ваши надгробия нарушают закон о персональных данных. Вы разглашаете, ну, собственно, как бы там написаны фамилии, имена. Даты как бы, жизни. Вот, а если у вас эти письменные разрешения От покойного? от покойных, да, на разглашение этих персональных данных? Это Лена тебе в копилку. Лена Ну, читает да, такие да, лекции про всякие абсурдные Какая-то суды по всей Сибирь России. была, я помню. Да, Лена, твоя Сибирь. копилка будет пополняться, мне Пополняться, кажется, да, по потому последние что, годы. Да, Гоша, еще. Проблема, да, я хотел бы сакцентировать внимание на том, что, ладно, действительно, можно потом в суде там пободаться, доказать, но проблема в том, что сейчас очень сильно развита практика внесудебной блокировки, внесудебных каких-то предупреждений и прочего, то есть и никто не разбирается, просто Роскомнадзору показало, что что-то там не так, и все. А то, что ты в суде потом докажешь через 2 месяца, что ты был прав, но кто вот будет это ущерб возмещения? порочнейшая практика внесудебных действий, вот, на мой взгляд. То есть внесудебные и досудебные это Внесудебные, разные вещи, досудебные. Это да? разные блокировки, Разные разные вещи. основания. Да. Мгм. Разные основания. И я так понимаю, что там моментальная блокировка происходит, да? То есть ты не успеваешь... незамедлительная блокировка, есть, когда сутки даются. Там все зависит от оснований. Факт то, что для этого не нужно никакого анализа, никакого решения какой-то третейской стороны. Просто кому-то показалось что-то не так. Анализ И орган власти тебе, дает, да, да. орган власти решил, что... А он может быть неправ. И так часто бывает. Но... Ну, так же, как с присвоением статуса Да-да-да, иностранного агента. точно. Да, да. Собственно, насколько я понимаю, и в суде же даже невозможно получить объяснение оснований. У нас есть информация. Что за информация, какая информация? Нам поступил Уже сигнал. Даже вот с Союзом журналистов случилась комичная история, что было признано, что Союз журналистов получает какое-то иностранное финансирование по данным Росфинмониторинга, и поэтому там региональные издания с субсидией там возникли вопросы. Да, да, да. Давайте тогда Совсем поговорим недавно, свеженько. с иностранным агентом, который личность. Да, Серега, скажи, пожалуйста, каково живется тебе в этом статусе, и как бы ты задавал вопросы, почему, за что? Я помню, как ты вышел из какого-то отпуска, откуда ты говоришь, вот я нормально так это детокснул. сходил. Да, ты где-то, да, за хлебушком сходил, вернулся, и уже бац, ты иностранный агент. И жена тебе сказала, как ты, Маркелов, все успеваешь. Так вот, скажи, как ты, как бы твои шаги и действия. Ты когда узнал, ты пытался оспорить и дальше. Слушай, Расскажи ну, эту- я вообще хотел еще сказать по поводу, вот Гоша говорил, что, Георгий, про то, что не все обязаны смотреть этот список иностранных агентов, заглядывать туда. Я скажу, что там, слава богу, пока не так много находится этих СМИ иностранных агентов. Выучи наизусть уже. Я был Георгий. 15-м, ну, там не так много добавилось, да, его можно выучить, в принципе, наизусть, как в детстве учили эти причастные Мнемонические обороты. всякие там, значит, эти... Не, ну Какой подожди, у нас стишки, есть да. еще реестр экстремистских Какой? организаций, Ну да. НКО и инагенты. Ну ты подожди меня, Да, там да, И да. уровень интеллекта проверять. А ты какой список наизусть знаешь, Да-да-да, да? да. Вот как Да, раньше. да, да. Который из Ты 15 читал или Улис до 1000, конца? да. А ты знаешь список какой? И вот вечером... экстремистских организаций, Вот. список Да-да-да. до конца. Вот, С давай. женой. Я до перед 15-го сном. только выучила, а я вот до 30-го. Это как есть игра в города в Так списке. я что хотел сказать, что одно из наших региональных, в смысле петрозаводских СМИ, где я, кстати, работал, они как сделали? Они взяли у себя в редакции, повесили такой листочек, еще до признания меня и физических лиц иностранным агентом, но это было там за год, может быть. Листочек повесили, там написано СМИ, иностранные агенты. Я вот думаю, интересно, я там появился сейчас у них, приписал кто-нибудь там, От руки. Сергей Маркелов. Вот. Ну вот так выкручивается. То есть. По поводу, что там, какой вопрос был? По поводу, как живется. да, живется нормально. Нет, пока. живется тебе всегда Живется нормально, ты человек почему? такой. Живется нормально почему? Потому что у меня статус приостановлен. Вот, несмотря на то, что пишут все, в том числе там, особенно вот меня удивила, такая группа есть ВКонтакте, «Скажи экстремизму нет». И там было прям иностранный агент, клеймо такое Маркелова признали все-таки иностранным агентом. Нет, меня все-таки не признали пока окончательно, у меня статус приостановлен, пока не будет апелляции. Вот, а по поводу того, что это все как-то происходит, вот Иван говорил, что не особо, ну, в смысле, хаотично или как-то, да, без каких-то там весомых доказательств, что действительно я не был на суде, который первый был в Москве, я в это время медитировал в Армении, вот, но я слушал аудиозапись с суда, причем с первого дня.
И это действительно было так, что Минюст пришел, и я так понимаю, они как работают? Они сидят такие, к ним приходят какие-то данные из Министерства иностранных, из МИДа, из откуда там, не знаю, от Центра там, от ФСБ, да, естественно, от Росфинмониторинга. Они такие все собирают, такие, деньги были, публикации были, готово. Ну, я так представляю. Доказательств в суде они не предоставляют. В принципе, на вопрос... И там было совершенно феерическое вот это вот заседание первого дня, потому что половину заседания судья так прям распекала представителя Министерства юстиции. Она говорила: представитель Министерства юстиции, почему вы не подготовились? Почему вы принесли в суд только возражение на иск? Типа, ну и она прям их ругала. Так, я такой думаю, вот это ничего себе в Москве суды. Вот это у них там работает. Вот настоящее, где Россия это судебная спрятана. И потом она такая: ну все, объявляем 5-минутный перерыв. И возвращается, короче, судья современной России. Она такая: ну теперь мы будем обозревать доказательства. Обозрела такая: ну и доказательства мы не можем предоставить, потому что они засекречены или что-то такое. И просто на 180 градусов меняется. Позвонили, наверное. Ну, я не знаю, кому он там позвонил, не позвонил, но ситуация меняется просто на 180 градусов. Но, после изучения доказательств. Да, после изучения доказательств. Но адвокат... Заступлюсь за суд. Адвокат мой, я скажу, что адвокат меня защищает, адвокат из Агоры, правозащитной организации, и очень классно они работают, и он там как-то вот все-таки добился того, чтобы заседание перенесли на второй день, и какие-то данные все-таки предоставил Минюст. Они предоставили... Плюс вот к этому возражению, которое там длинное, ну, из всего этого возражения можно привести там, факты такие, что из признаков того, что я иностранный агент, указано то, что я работаю в 7 на 7, то, что я какие-то деньги там получал за границей, причем какая-то баснословная сумма, я не знаю, откуда она взялась, и то, что были публикации. Все это может не иметь связи, они такие пишут: нам без разницы. Типа, есть связь, нету. То есть, я не знаю, есть у них доказательства того, что, допустим, вот эта публикация, я за нее получил деньги, да, то есть они говорят: ну, нам все равно, может этой связи и не быть, короче, деньги есть, публикации есть, и все. И при этом я думаю, что это все работает как бы не сильно, я не думаю, что кто-то проводил прям вот какое-то супер расследование, по которому можно потом в Голливуде снять фильм отдельный, как это все происходило, что по всей стране искали и выявляли иностранных агентов. Я не думаю так. Мне кажется, тут просто взяли там первых 5, ну, не идиотов, ну, не знаю, тех, кто не парился особо. Ну, я, допустим, не парился. И когда это признали, этот самый закон сделали, я думаю, ну, всех, наверное, признают там этой пачкой. По идее, да? Ну вот. А потом признали только 5 человек. Я такой думаю, блин, я не думал, что я в таком избранный. шорт-листе окажусь, да, с Пономаревым. Литературное еще произведение напишешь, да. а вот вошел. А там Пономарев, я и еще какие-то 3 человека, 4. Так, не выучил список иностранных Да, агентов. не подготовился. Да, я запомнил только себя и... Так легко И выучить, еще. нужно наизусть. А сам Проверку ты- не прошел. Ну да, я Садись, Покончич, там, Люда Савицкая, Денис Камалягин, Я учил. Маркелов и Лев Пономарев. Еще Медуза добавился, Докса и... Что-то там еще, по-моему. Молодец, А отбился. гора, кстати, тоже, по-моему, На пороге где-то медиазона, мне кажется, стоит уже вот это все. У нас пошла обратная связь. Что-то я и у нас не договорил. договоришь. Или что-то надо было сказать. Ну, ты в Как живется? Да? Живется, да. Закончил, Ну да? вот, я говорю, поскольку статус приостановлен, живется мне... Вот, почему самое главное я не сказал. Живется хорошо в том плане, что статус приостановлен, и не надо вот эту вот балду вот эту вот здоровую писать в каждый пост в Инстаграме, ВКонтакте, не знаю, куда угодно. Я пишу, могу писать, что я вот там с женой поцеловался на Красной площади, и мне надо сопроводить, что это иностранный агент поцеловался на Красной площади. Ну да, это было прикольно смешно. Ну вот, и я когда это ставил, когда это только все началось, я такой, ставлю я эту, не знаю, ставлю, да и бог с ним. А потом, когда у меня это все приостановили, я такой: о, круто. И я смотрю, Медузу признали, и она стала вот эту вот надпись. Я думаю, как она выглядит стрёмно вообще, эта надпись. Я не хочу ее больше ставить. И я больше всего не хочу заполнять эти отчеты. Почему? Потому что там таблицы, там огромные таблицы, которые надо заполнять. Указывают, что ты купил трусы, носки, там, на какие деньги. И эти все списки надо предоставлять в форме отчета ежеквартально, таблицы. А я не могу таблицы, я не люблю таблицы, меня вот просто таблица убивает.
Ну, и поэтому я вот не Живется знаю, плохо, как мне отвечая на мой сейчас вопрос. будет апелляция, естественно, она как бы не пройдет, придется там доиспечать, и мне придется опять таблицы заполнять, что ли. Давай мы волонтеров Не тебе хочу. найдем, которые будут заполнять Вот. тебе таблицы. да? Мне нужен Может быть, секретарь. курс по Excel? Да, Мне да, нужна да. машинистка. Да. Давай мы тебе, правда, курсы по Excel. Отличное предложение. Ну, или Приходи так. в Агрикалчу, у нас будет Только такие, не онлайн, а чтобы у нас поехать будет для куда-нибудь. людей возраста к морюшку. счастья и тебе. Морешку. И чтобы была, чтобы Лапку. лектор был симпатичный. Ну, это ладно уже как бы. Это лукизм. Это ладно. Все, мы тебя научим Excel, мы научим тебя таблицам. Вопросы, да, от Глеба Ярового, комментарий, он пишет для Лены Пальцевой, но и вообще. Реестра НКО иностранных агентов больше нет. На сайте Минюста есть только поисковая форма. Журналист должен проверять, вбивая название НКО, и только после этого узнать, есть ли та или иная организация в реестре. А вот реестр СМИ иноагентов есть. Там и Маркелов значится. Вопрос, какой смысл скрывать этот список НКО? Не, ну список НКО, это мы просто так немножко адаптированно говорим, что есть реестры НКО иностранных агентов. Так, действительно, это общий список, где надо искать, там не очень удобная форма на самом деле, в отношении от списка СМИ иностранных агентов. Какой смысл скрывать? Нет, ну просто форма не очень удобная. Просто когда НКО появились, НКО в статусе инагента, это была, ну, так скажем, первый реестр. Видимо, поэтому он не очень удобный, потом его просто адаптировали со временем в более удобную форму. Я так для себя это объясняю. А может технический вопрос? Мне стало интересно. Сергей, а ты отправляешь эту таблицу куда? На e-mail или есть какой-то конкретный человек, куратор? Нет, с ним ее познакомился? в двух формах. Или когда ты опаздываешь, тебе кто-нибудь звонит, говорит, где отчетность? Есть Excel-куратор. Или как бы ты отправляешь на Коуч. деревню дедушки и... Это как у анонимных алкоголиков, да? Я просто звонил своему куратору. Куда ты отправляешь сведения о своих трусах? Очень интересно. Два этих самых, в смысле, как это назвать? Организации. Два пути, куда я отправил первый свой отчет после Нового года или когда. Ну, там какой-то, короче, по-моему, после праздников. Форма на сайте Минюста электронная. Но это не форма для типа инагентов, а форма обратной связи. И почтой обычной. Причем я это отправил, и оно куда-то ушло в небытие. А потом спустя, вот уже после суда, мне пришел такой большой конверт с распечаткой моей этой самой, всего, что я отправлял, подшито там все красиво, это самое. Типа, вот Трусы получены. Типа трусы получены. Спасибо вам Нормально. Вот мы вам, да. Носим. Ваш Звонок рассказ, очень да. важен для нас. Обратно. Носим То удобно. есть обратная связь была какая-то? Она была, потому что был суд, и я спросил у адвоката, он говорит, типа, они обязаны предоставлять какие-то все данные, которые у них есть после суда. Вот они, типа, предоставили. Там была просто вот эта вот форма отчета, которую я отправлял, плюс их возражения. Ну, короче, видимо, все, что накопилось, вот Чатик такой. столько. Да, чатик такой через Почту России. Вот. Возражение? А какое-то их возражение на наш иск. Ну, Это это все, уже это другое. все, что они предоставили. Я думал, к отчету Это все, что они предоставили не в указали суд. 2 чашки кофе. Не могут трусы 200 рублей Да. стоить, это Да. И подозрительно. я, кстати, не дорассказал, что они предоставили в суд только возражения, потом чуть позже они уже предоставили, что вот этот какой-то там бумагу, где написано, что вот сотрудник центра при таких-то обстоятельствах, такое-то время, имея компьютер Windows какой-то такой-то, обозревал, и, короче, там все мои публикации, вплоть до журнала «Север», куда я Понимаешь, какой-то у тебя свой есть рассказ... один читатель. Один читатель прочитал У тебя рассказ. есть фолловеры. Я его куда-то там в Север отправлял в 12 году или в 11, или раньше даже. И, Это успех. и там он есть. Это вот такое, я думаю, расследование было серьезно. А в плане обратной связи меня еще все удивляет, что оно же, когда все началось, там же как это все было? ТАСС и, по-моему, да, Минюст, он вся на сайте, там, Маркелов Сергей Евгеньевич, все. Да, даже год рождения. нет. Отчета, в смысле уведомления я не получал. И это в суде как бы указывается. И Маркелов Сергей Евгеньевич, все. Я говорю, может, не я. А что ты решил, что это ты? Так вот, все решили, что это я. Он Вот, смеялся, и он реально говорил, там появился какой-то. да, может, а это там не я, появился но Маркелов надеялся, что Сергей это он. Евгеньевич, тоже другой мужик какой-то.
И в итоге мы пришли в суд такие, ну, а вдруг судья такая, типа, ну раз, типа, этот, ну пускай этот. Никто ж нигде там не, ну нету нигде какой-то бумаги, где написано, что год рождения, родился там-то, вот именно я. Номер паспорта. Нету этого. Мне кажется, ты бы обиделся, если бы это был не Это ты. такое, типа, на дурака, мне кажется. Или как ты... Типа, а я не хочу, а И он мы не по- хочет. И мы вычеркните. поэтому вот тут ездили и такие, ну, и шутили, что, а можно, ну, не шутили, не знаю, вот они меня признали, Маркелов Сергей Евгеньевич, можно юрлицо, да, есть юрлицо, его признали иностранным агентом, закрыли, открыли новое, можно там Маркелов Сергей Евгеньевич закрыть, пойти и имя сменить? Нет, с другой Иннокентий стороны, а если Маркелов. под псевдонимом человек печатался, взял твой псевдоним, может, это... Вот, то есть я там и говорю, настолько вот а все доказательства они не предоставляют, белыми и нитками шито. тут, видимо, я говорю, на дурака. Я пришел сам. Ну вот ты просто сдался, да. Суд. Серега, твое выступление закончилось, я уже боюсь тебя перебивать, ты Не-не, ранимое извините. существо. Все? Да, мое давно уже закончилось. Спасибо. Мы еще поговорим с тобой. Вопросы из чатика. Максим Нечаев спрашивает, как вы находите и удерживаете баланс, это всем вопрос, баланс между позитивными и негативными новостями, как я это люблю, и темами, чтобы не зацикливаться на чернухе и показывать положительные, вдохновляющие события. Вот власть так любит говорить, что вы все негатив, что вы чернуху пишете? В мире так много конкурсов красоты, детского рисунка, а вы все вот эту свою можно я чернуху отвечу? гоните. Давай, Гош. давай. Я очень люблю этот вопрос. У меня на него несколько, значит, вариантов ответа. Ну, во-первых, по законам драматургии для того, чтобы было интересно, нужен конфликт. То есть почему, скажем так, люди охотнее читают «Остров сокровищ», чем рассказы Пришвина? Потому что в «Острове сокровищ» есть конфликт. И, в принципе, на этом построена вся мировая культура, потому что, конечно же, когда в теме есть конфликт, она просто-напросто интереснее. Вот начнем с этого. Вот. Тема номер 2. Мы, конечно же, должны учитывать интерес читательской аудитории и ее запросы. Без этого невозможно существовать. То есть есть запрос на чернуху? Есть запрос... Расследование это По вообще первому как бы- пункту есть запрос на тексты, в которых есть конфликт. Вот. Я, будучи журналистом «Республики», в свое время запустил проект под названием «Ученый совет», где мы писали про науку. Он же до сих пор жив. Уже нет. Уже нет? А был жив. Вот. Так, мало позитивных новостей Ученый совет. стало. У нас мы ходили, писали про наших корейских ученых. И там были такие копеечные просмотры этих текстов, на которые, кстати, время потрачено было, и хорошие фотографии, и люди старались, потому что темы-то интересные вообще-то. И сложные. И сложные. А новости про ДТП читаются гораздо динамичнее. И если ты, например, коммерческая СМИ, которая вообще зависит от рекламы, от просмотров, от трафика, то ты неизбежно делаешь выбор. Это пункт номер 2. Пункт номер 3, уже такой более возвышенный. Вообще это задача журналиста указывать на проблемы. То есть если, например, дорога хорошая, здесь нечем писать, она и должна быть хорошая. Если дорога плохая, по ней невозможно проехать, на ней застряла скорая, а потом следом машина пожарных, то вот эта тема так быть не должно, и поэтому мы об этом пишем. Вот. Запрос общества, как говорит чернуха, негатив, проблемы. Мы указываем на проблемы, это наша функция. Можно Не я гладить по парирую? шерстке, а указывать на проблемы. Ну, мне кажется, еще слово «чернуха» придумали чиновники, чтобы обвинять журналистов в том, что они зациклены. У нас Да, должна Ира. быть дискуссия, поэтому я Да, запущу таки запусти дискуссию. дискуссию. Вот я сейчас по опыту последних, я не знаю, месяцев работы, если бы я была редактором исключительно коммерческого СМИ, я вам честно скажу, я бы писала исключительно истории про котят, про вот каких-то там котят, которые ушли и вернулись домой, там собачек, вот это, потому что прекрасная журналистка Анна Гриневич иногда, чтобы отдохнуть от сложных героев и сложных тем, она берет, ей, например, подкинули корзину с котятами под дверь, и она про это написала, как это было сложно, как ей помогали активисты, как это сложно было устроить, или вот у нее был текст, как несколько просто к ней обратились сразу людей с историями, как они потеряли где-то своих животных, а они потом, преодолевая там многокилометровые расстояния, вернулись домой. Эти тексты, видимо, попали в Дзен, и у меня их читают на сайте по 50 тысяч человек в день. Да, для регионального сайта это вообще, для текста очень неплохие цифры.
И вот там все там открыли дорогу, открыли больницу, там эндоскопический центр, еще что-то. Там, ну, вот какие-то, ну, котята, все, 50 тысяч в день. Так что люди, У меня такая люди боль хотят читать. давно, потому что Нужно открывать перинатальный центр и запускать так котенка. котят надо Да, запускать видимо, везде. да. Видео котенок заходит в перинатальный центр. И Вот, перинатальный скорее центр для всего, котов. так, да. Видимо, скоро мы все будем делать так, поэтому что вот сейчас интересует наших людей, что они читают, это вообще большой вопрос. Раньше мы действительно на спор там выдавали какие-то новости и смотрели, что из этого всегда побеждала чернуха, да, а теперь побеждают, по-моему, исключительно котята. Но вот если говорить серьезно, да, на эту тему, я действительно считаю, что мы должны писать и о том хорошем, что происходит, потому что когда люди, вот обсуждали на последнем семинаре в Мурманске, когда люди читают исключительно только про одни проблемы, когда они видят только, что здесь везде плохо, они, ну, реальная психологическая реакция человека, он от этих проблем закрывается. Он не хочет жить все время в ощущении безысходности. Поэтому, когда он видит, что вот тут плохо и тут плохо, он просто закрывается и вообще перестает думать, читать и что-то делать. А когда мы даем какую-то, там, не знаю, форточку или даем какие-то, как вообще можно решать какие-то проблемы, вот подходить к истории с точки зрения, что можно сделать лучше конкретно для себя там, в своем городе, как могут в этом помочь власти, то, что мы очень часто пишем. А власти действительно часто могут какие-то реальные человеческие проблемы решить, но они, в принципе, вот на это и заточены. Да? Их надо смотивировать. Ну и это тоже, это наша работа в том числе. Поэтому вот когда пишешь об этом, люди, ну, воспринимают это гораздо более позитивно, и это действительно приводит к каким-то настоящим результатам не только в электронных буквах на бумаге, но и в реальности. Мы видим там, как у нас работают программы по благоустройству, что, ну, я не знаю, вы видите, как поменялся город в последнее время. Это действительно так. И начиная там со спортивных площадок. Вот Иван сказал, не поменялся и ругался. Я Да. Я спрошу адреса. Слушай, Я назову. Я сказала, что мы подготовились. Он говорит, город у вас облезлый, обшарпанный. Говорит, да как же, мы же, говорит, у нас столетие было, ты до конечно, этого У не нас Михалыч тут прекрасно приехал. поменялся центр, у нас Мы тебе замечательно покажем. покрасили Сегодня мы фасады. организуем Покажем, да. экскурсию. Фасады покрасили. Фасады Да. покрасили. Фасады покрасили. Можно с закрытыми глазами сразу Да. сюда. 5 копеек буквально, очень Давай, Гош, коротко, твои 5 копеек. в пику самому же себе. У меня конкретный пример, который я везде пихаю, везде рассказываю, когда меня упрекают, потому что мы заточены только на негатив. Когда в 2016 году в Петрозаводск впервые получил крупную сумму на ремонт дорог, там 100 дорог когда ремонтировали, я об этом узнал, я просто бегал за чиновниками, обрывал им телефоны, чтобы они мне об этом рассказали. Почему? Не потому, что я так хотел похвалить власть, а потому, что это классная тема, вау, круто, у нас отремонтируют дороги. Ну, то есть журналист, он же на самом деле не всегда думает, как бы вот какую-нибудь мерзость сделать, да вообще-то нет. Журналист думает о том, что интересно. Если мы получим кучу денег на дороги и их отремонтируют, так это интересно еще будет полезно читателям. обществу, Да, это журналисту полезно обществу. часто, да. Я готов об этом писать, пожалуйста, хоть каждый день. Серьезно. Ну, Отличные ты 5 бегал за копеек. чиновниками. Я бегал за чиновниками, они говорят, ты Догнал? что, Потому что они искали подвох. деньги еще, Что-то он интересуется этими Минтранс новостями. еще не подписал. С какой вдруг целью они интересуетесь, сейчас, да, мужчина? они сейчас дадут по тормозам, они прочитают, они подумают, что это, мы не можем написать мы раньше рано Минтранса. обрадовались. Они серьезно, вот такие вещи, они просто, да, возможно, мы, не дай бог, что-нибудь сорвется. То есть они мне У там... нас просто ответственные чиновники. Да. И они вот эту информацию Топлю. мурыжили там до последнего За просто. своих. Вот так что... У нас отличная дискуссия, но тут еще вопрос, который, я боюсь, он тоже из вечных вопросов. Как я поняла по первой трансляции, Ваня не любит таких вопросов, ты можешь избежать. Вопрос такой. Были ли у вас моменты в карьере, когда вы задумывались о том, не уйти ли из профессии? Если да, то по какой причине? Вот, потому что у меня часто бывает такое, да не бросить ли вот это вот все вот и пойти вязать? Вот, поэтому у кого нет травмы, по этому поводу можете поделиться. Ну, Такие, мне кажется, вопросы, все сталкиваются с такими вопросами. да, как из Мне этого кажется, это выходить? не только журналисты, но и все остальные люди Ну, тоже. конкретно вот к вам вопросы, вот, Серега, да, после всего, что с тобой случилось, возникали вопросы, да ну нафиг мне это надо, пойду Мне буду кажется, великий вопрос уже роман, такой из серии «Каковы ваши творческие планы?». да? Я вообще, Вот, сижу, вот. я вообще сижу, думаю о том, что... Это вопрос из чата, поэтому уважай Мне наш чат. кажется, что у Пришвина были конфликты.
Просто, Да, вот я тоже я сижу и об этом думаю. за Пришвина. Все в деле Просто, стоят. наверное, Я в школе мы же отрывки читали, а я не думаю, что кто-то из здесь присутствующих вообще в студии. И всех- Пришвина читал, да? Пришвина читал далее школьные программы, там собрание А ты сочинений читал? покупал. Он просто Пришвина. хотел унизить всех, это за то, что мы Да-да-да. его поймали на незнании реестра. Ну, ты хочешь процитировать Пришвина? Вы читали? Нет. Читал, да. Пришвина Там я сейчас не... конфликт Я помню вот это в школе Конечно. по Пришвину, по там... Ну и ладно, всё. ладно. Не, Я ну думаю, как может, может быть Паустовский. это Я- литературное произведение без драматургии? Конечно, там есть конфликты. Да. Так хотел уйти? Я хотел... Сейчас, я и в предыдущий вопрос, даже предыдущий вопрос Ты отвечаю. эпичный человек, эпос сократи. Да. Я это самое, хотел уйти не раз. Я хотел сказать о том, что конфликт, конечно, там должен быть, но иногда, мне кажется, особенно в региональной журналистике, журналисты очень часто за этим конфликтом забывают вообще обо всем, особенно когда какой-то трэш происходит. И вот последняя ситуация, которая меня очень сильно поразила, это когда началась пандемия в 2020 году. И мне кажется, что ни один журналист в Карелии, когда вот эта вся вот волна шла каких-то трэшовых новостей, постоянных смертей, постоянно кого-то там забирали, а у нас же, как обычно, у нас же новостники, я знаю, им же нужно количество и трафик, и они там еще одного забрали на новость срочно, еще одного увезли, и это все читаешь, у тебя голова уже пухнет, и я думаю, читателей она пухнет, это же наворачивание страха, наворачивание паники. Я думаю, ни один журналист в Карелии не сел такой и не подумал, блин, а что я делаю вообще? Давайте-ка это... Либо вот эта пачка этих безумных новостей, либо редакционное мнение, которое там какой-то журналист или редактор, там, не буду имен сейчас называть, берет на себя роль эксперта почему-то в этом вопросе и начинает рассуждать, а надо ли нам всем там уходить на карантин или не надо, а нужна ли нам, кто вообще, о чем это, зачем? Поэтому, я думаю, что журналисты очень часто перегибают с этим палку. А по поводу уходить из профессии... Какой ты ветвистый человек. Когда я вообще за всю вот мою работу, у меня было так каждый, наверное, февраль я уходил из профессии. В феврале у меня началось такое постановление. Я даже знаю почему. Потому что ты вовремя не сдавал тексты, получал от редактора очередную порцию пряников. Нет, на самом деле, потому что у меня по традиции после новогодних праздников я любил там в новогодние праздники отдыхать, просто ничего не делать вообще. И я такой ложился в какую-нибудь там «Игру престолов», я там не посмотрел. Уйду, красиво. Да, и я смотрел, мне так было хорошо, ничего не надо делать. Наверное, эта проблема уйдет, потому что нужно на новогодних праздниках отчет готовить. Сейчас будет заняться чем. Кстати, То есть, да. наоборот, дисциплинировать. Твоя жизнь стала интересней. Минус меня дисциплинировал. Вот так. И Кто-то теперь должен был это я сделать. теперь не Серега. думаю, кстати, об уходе из профессии, потому что я теперь думаю из принципа. Меня признали иностранным агентом, вы думаете, что я уйду? Нет, я не уйду, я буду дальше работать. Ты в историю плюнул, теперь, понимаешь, тебе нельзя. Да. Теперь надо Я буду продолжать. дальше работать. Надо будет что-то делать. Буду делать что-то каждый Новый год, да. Кто еще хочет высказаться? Не так длинно, как Серега, но, может, лаконично есть Меня какие-то просто Глеб вопросы? попросил. Нет, он еще не закончил. Я длиннее говорю. Нет, у нас еще в чате есть вопросы, причем из моих любимых есть, вот из серии «Ваши творческие планы», поэтому я приберегу их на финал. И Ира, может быть, ты... Мне кажется, в современном мире вообще вот как-то у нас же сейчас 5 лет прошло, если ты работаешь на той же работе, это прям странно, люди, мир такой по-новому устроен, у нас нет такого, что ты закончил университет, пришел и потом до пенсии где-то проработал, люди постоянно меняют сферы деятельности, и, наверное, в этом даже что-то есть, это не позволяет не заставиться. Но вот мне для себя, чем мне нравится журналистика, чем мне нравится вот эта вообще профессия, например, у меня каждые, не знаю, не то что 5 лет, но, наверное, каждые 2 или 3 года вообще меняется функционал. Вообще, то есть у меня мы то раз, и вдруг мы делаем подкасты, да, это что-то новое. Раз, и какая-то новая программа на телеке, еще что-то появляется, какие-то или на соцсети больше. То есть, все время какая-то движуха, которая мне ужасно нравится. И менять эту профессию не хочется, потому что она, мне кажется, позволяет развиваться в очень разных направлениях. И то ты ученый совет делаешь, что ты идешь в красную зону. Вообще все время что-то происходит. В общем, мне нравится эта профессия. Ваня уже на этот вопрос отвечал, да, мы говорили в первой трансляции, здесь что добавить там. Я совершенно согласен с Сергеем. Но потом, это сложно. То есть я не то чтобы, я, можно сказать, стал журналистом случайно, потому что просто любопытный по складу характера, и мне было
интересно находить ответы на вопросы, потом выяснилось, что это кого-то еще интересуют эти ответы, вот, как бы, и я стал журналистом. Но как бы, если я перестану быть журналистом, все равно я ничего не смогу сделать со своим любопытством, все равно так или иначе, как бы, каким-то образом мне нужно будет рассказывать эти истории, поэтому, ну, тут довольно сложно, ну, то есть, как бы, это Не дождутся. это какой-то склад характера, нежели чем какие-то эти ремесленные навыки, как мы это точим деталь каждое утро на заводе. Есть что добавить у нас? Честно, Лена перед тем, не да? хотела Лена, уйти из журналистики? Вот, да, вот интересно, да. Нет, тебя. у меня позиция такая же, как у Ирины, потому что если у Ирины, да, периодически новые темы, новые направления, у нас же то же самое. Да? Сегодня вот статья посвящена экологическим проблемам, я погружаюсь в вопрос экологии. Завтра, допустим, там, налоговые проблемы. И все время охватываешь разные сферы, разными людьми работаешь. Поэтому это не день сурка. Наша профессия не день сурка, каждый день что-то новое. Каждый день новые законы. Да, новые законы, то есть и государство не дает расслабиться, и жизнь сама подкидывает постоянно новые дела, которые всегда интересны. Тоже Вообще дисциплинирует, Интересно, да? наша работа интересная. Вот. Да. То есть вот видите, все плохое оборачивается хорошим. Я бы еще историю сказал, но мало времени осталось. Вне чатика. Да, Гоша, ты что, хотел Да не, свалить? я помолчу. Не. Посижу пока еще, да? Да. Ну вот есть комментарий небольшой. Ирина Добродей понимает общее угнетенное состояние общества, очевидно связанное с политическими событиями в России, раз посты с котятами вызывают такой отклик по количеству просмотров. То есть это был вопрос. Почему же Ты чувствуешь? угнетенное как Нет? раз? Ты чувствуешь, Нет, я я наверное, не интонацию? чувствую. Нет, мне кажется, что вот что прям угнетенного состояния общества у нас нет, и мне кажется, что мы как раз находимся сейчас в том положении, когда у нас, ну, вот формируется то самое, там, я не знаю, всеми желаемое гражданское общество, когда мы смотрим, как это происходит там в Европе, но делаем это по какой-то своей модели, поэтому мне кажется, что, ну вот, я не знаю, история с Иваном так точно говорит о том, что люди готовы объединяться для какой-то идеи, но в конце концов, да, вот злодеи наказаны, мне кажется, что это... Ну, тут важно еще искать общий язык, ну, то есть там важно все эти новости там про дороги и так далее, они же тоже интересуют людей, важно как бы рассказывать, уметь разговаривать с людьми на одном языке, не разделяться, что вот тут это государственные СМИ, мы их читать не будем, они все врут и так далее. Вот. Важно искать вот какой-то такой этот баланс, важно искать общий язык между обществом и властью, которая тоже является частью общества. И тоже, Большого честно говоря, счета. меняется. Вы же видите, что вот тут одни люди, потом приходят другие. Мы на муниципальном уровне вообще ну, знаем почти все тех людей, которые у нас приходят там, работать в мэрию, работать в... Там, мне кажется, даже на федеральном уровне это сложнее, но мне вот ужасно понравилось, я была на одном из семинарий, где Иван рассказывал, как он проводит свои расследования, ужасно понравилась идея, когда вы сказали, что просто иногда полезно прийти к дому вот, человека, про которого ты пишешь, и там, говорит, так вот посмотреть в окна. Очень мне понравилось, что вот когда, ну, как своему герою ты выходишь прям вот ну, к его дому и смотришь, как он живет, и это совсем другой уровень взаимодействия. Когда ты делаешь какую-то историю, тебе нужно, ну, то есть я тоже стараюсь посмотреть на эту историю, увидеть ее глазами второй стороны. Поэтому всегда там, как делаешь расследование, всегда важно по позиции второй стороны, потому что ты же тоже можешь ошибаться в чем-то, в каких-то вещах там, или быть заложником каких-то стереотипов. Вот. Здесь важен диалог всегда. У нас осталось 5 минут до конца трансляции, и есть еще вопросы. Вот знаете, есть же такой рейтинг вопросов, типа, который никогда нельзя задавать, но из серии «Какие ваши творческие планы?», да, когда там говорят молодые журналисты, какие вопросы не надо задавать. Вот, так вот сейчас молодая журналистка задает вопрос, который я всегда говорю, не надо задавать, но она его задает. Василиса спрашивает, какие ваши советы молодым журналистам? Плохо я учил Василису. Вот ты учил Василису и так и не донес до нее эту информацию, да, какие. Но советы от Маркелова, наверное, не надо слушать, да, как молодым журналистам. Я их Да. учил. Ну давай, поиграй в гуру. Если у кого-то есть что сказать, давайте ответим Василисе. Тут в чатике, правда, написали, она пишет, что делать молодым журналистам, посоветуйте. И некто в чате пишет в нашем «валить».
Вот, поэтому, да, веселый чат у нас здесь за кадром. Поэтому, кроме этого, что делать журналисту молодому в России сейчас? Работать. Василиса, Я не слышишь? А что будет, а что не будет и так далее. Невозможно, ну, то есть, как бы невозможно предположить что-нибудь там, может, не надо быть журналистом, а то подбросить наркотики. Все может произойти, как бы. То есть ответ таков: просто работать, и жизнь будет интересная. Писать Ирина то, обещала. о чем ты хочешь, Да. о чем Я ты считаешь подписываюсь нужным и под важным. словами. Делать. У нас осталась 1 минута, поэтому если ты уложишься в полминуты, Гоша. Да, я постараюсь уложиться в Всё. полминуты. Все, Ты да. уложился, спасибо. Работать, да, но дело в том, что, мне кажется, в условиях современной России, в условиях взаимоотношений не всегда хороших с учредителями, молодому журналисту нужно учиться развивать, не знаю, свой собственный бренд. Вот это вот то, чего бы я бы хотел посоветовать, чтобы быть независимым в том числе и от редакции. Я не знаю, насколько у Ивана это... он точно Иван есть. не согласен, но... Мы берем второй час Сейчас вышла трансляции. книга «Изобретение новостей» под брендом «Страдающее средневековье», в котором рассказывает, собственно, о первых там газетах, о первых там СМИ, прото-СМИ, которые там появились в 13-15 веках. Вот ты читаешь эту... Я очень люблю всю эту историю Средневековья, Древней Греции. Не понимаю, но вот эту книжку я прочитал, и как бы это вот просто как бы про сегодняшний день в России, хотя это вообще не про Россию, не про сегодняшний день. Ничего не меняется. Вот мне раздражает фраза там «в условиях современной России». Условия всегда были Условия всегда одинаковые. были. Все примерно так же. Всегда есть какой-то конфликт, даже у Пришвина. Просто такие условия. Не нужно думать, а что будет, а что не будет и так далее. Конечно, плохо, что нужно это вбивать каждое юрлицо на каком-то там сайте Минюста и так далее. Надеюсь, Поэтому что я у и них говорю это про современную трафик Россию. повысится, улучшится. Итак, подытожим. Проверяем, заучиваем все реестры, делаем расследование, продолжаем звучит. работать, Нужно стараемся вбивать это тренировать память, профилактика Альцгеймера, и постим котят, если устали. Все правильно, я вас поняла. И работаем. Да, и работаем, я уже Работаем, говорила. работаем. Да, работаем, котики, расследования, и наслаждаемся жизнью, потому что времена не выбирают, вот в какие живем, в такие и работаем.